Настоящие мальчишки играют не только в хоккей, но и в футбол. В детско-юношеской спортивной школе состоялись республиканские соревнования среди школьников по самому популярному виду спорта в мире. Это финал первенства Башкортостана по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения, результаты которого пойдут в зачет 20-й спартакиады республики и включены в рамки общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Победитель данных соревнований едет на первенство России защищать честь нашей республики. Хочу уточнить еще, что соревнования это проходит между школ, то есть участвует только одна школа, имеет право, такое положение. Вот, значит, у нас в Сибае здесь собрались победители зон, которые проходили по всей Башкирии. В результате до нас доехало 9 команд, в том числе и наша сибайская. Игры мы проводим следующим образом. Мы по жребию разделили все команды на 3 подгруппы, и у нас победители своих подгрупп выходят в финальную часть, и одна команда по лучшим показателям со вторым местом 4-й командой добирается. Команда у нас, 4 команд у нас, которые играют в полуфинальной части, между собой крест-накрест играют, выявляют победителя полуфинальных пар. Затем у нас победители играют в финальную игру, а проигравшие за 3-4. И также остальные команды в соответствии с занятыми местами будут разыгрывать места с 5 по 9. В течение 3 дней шли зрелищные футбольные сражения между командами, среди которых участники из Мелеуза, Межгорья, Советского района города Уфы, Мечетлинского, Хайбулинского и Буздякского районов. Наш город представляла сборная школы номер 12. И пока сибайские парни сражались на футбольном поле, мы пообщались с гостями турнира, победителями своих зон. Мы приехали из города Межгорья, представляем команду «Спортивная смена» города Межгорья. Представляем нашу вторую школу. Футболом занимаюсь я давно, с садика еще, занимаюсь около 8 лет. Играю на позиции нападающего, вроде выигрываем. Мы приехали из Хайбулинского района, села Акер. Футболом я занимаюсь где-то 5-й год. Мы очень любим играть в футбол. Меня зовут Рома, его зовут Гарик. Мы приехали, получается, побеждать, но планы не сбылись, и у нас, так сказать, не получилось. Мы очень хотим уйти красиво, поэтому должны выиграть последнюю игру. По завершению юношеского финала здесь пройдут аналогичные игры по мини-футболу и среди девушек. Прекрасную половину человечества будет представлять 10 команд победителей, среди которых и девушки из Сибайской школы номер 7. Ирина Оренбургина, Радмир Асингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.